Ну, я не буду говорить, что мы будем тут всех поголовно увольнять. Речь идет о том, что каждый из нас должен все-таки задуматься о производительности труда. На сегодня такие показатели, как, например, соотношение преподавателей и студентов, это один серьезный показатель, по которому финансируется учебное заведение. Ну, в стране у нас 1 к 10. У нас в университете пока 1 к 7. Так вот, главный показатель 1 к 10 мы сегодня не выполняем. Вся моя программа, она называется производительность труда, повышение производительности. И вот первая часть – это оптимизация. Это, наверное, и сокращение, прежде всего, устранение узкой специализации. Это во-первых. Во-вторых, значит, мы все-таки должны работать над тем, чтобы, увеличивая свою производительность труда, учитывая коэффициент трудового участия каждого служащего, каждого работника, конечно же, мы стремимся, чтобы было качество. Я бы не хотела, чтобы вы только обращали внимание на сокращение вот тех единиц, которые там прописаны в приказе. Это прежде всего рациональное использование имеющихся ресурсов. Если сегодня человек не может, там, скажем, читать физику твердого тела, но вполне может читать тем же дорожникам те вопросы, которые касаются материаловедения, например, или вопросы, которые касаются завоза, то пожалуйста.